Более 17 килограмм изъятых наркотических средств. Такие итоги работы МВД республики за 5 месяцев 2023 года. По-прежнему больше остальных популярны сильнодействующие вещества. Далее идут каннабисная и опиумная группы. За последние полгода у нас на территории зарегистрировано 383 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 136,4% выше аналогичного периода прошлого года. Из них только тех преступлений, которые связаны непосредственно с незаконным сбытом наркотиков, у нас зарегистрировано порядка 260 преступлений. В погоне за легкими деньгами продавцы смертью обрекают себя не только на порицание всего народа. За сбыт наркотиков можно сесть надолго. И самообманом будет думать, что торговцы смогут избежать наказания. Можно в какой-то период быть в тени и не попасться правоохранительным органам, но кара любителей легких денег все равно настигнет. Один из наиболее распространенных наркотиков на территории нашей республики – это героин, синтетический вид наркотика, и мефедрон. Крупный размер данного наркотика составляет 2,5 грамма. То есть это фактически небольшой сверток. Но уголовная ответственность за сбыт такого вида наркотика предусмотрена статьей 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если говорить о крупном размере, как я уже сказал, 2,5 грамма, то ответственность за распространение такого вида наркотика составляет от 10 до 20 лет лишения свободы. Недавно Магазским районным судом вынесено решение в отношении местного жителя, который обвинялся в незаконном сбыте наркотических средств через интернет. Кроме того, у подсудимого изъято огнестрельное оружие. Пытался сбыть на территории республики около 500 грамм наркотического средства героин. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. То есть в попытке заработать небольшую сумму денег указанное лицо фактически получил вот такое достаточно суровое наказание. Также нужно отметить, что посадить в тюрьму могут и за торговлю с сильнодействующими веществами. За сбыт средств, которые относятся к так называемой аптечной наркомании, можно лишиться свободы до 8 лет, причем сесть можно уже с 16. Также прокурор отметил, что в последнее время все чаще торговля происходит через социальные сети. Несмотря на то, что данный метод конспирации изначально создавал определенные проблемы для оперативных служб, в настоящее время выявляемость таких преступлений достаточно высокая. Опять же, тот факт, что у нас рост на 136,4% раскрываемости таких преступлений, свидетельствует о том, что оперативные службы достаточно эффективно действуют в данном направлении. Завозят запрещенные вещества различными путями, начиная от пеших торговцев и заканчивая авиасообщением. У нас есть случаи, когда были задержаны 2 лица узбекской национальности, которые на территории города Магаз совершили порядка 40 тайниковых закладок. Они в ходе осмотра места происшествия показали на все места, где ими были осуществлены тайниковые закладки. Дело было расследовано следственной частью, и нами, соответственно, в прошлом году направлено в суд. В настоящее время по данному вопросу проводится судебное разбирательство. Стоит отметить, что только за предыдущий год перекрыто более 19 каналов поступления наркотических средств. Это из Московской области, из Ставропольского края, Краснодарского края и ряда других регионов Российской Федерации. Сейчас на производстве следственного управления находится ряд уголовных дел, где фигурантами являются именно жители других регионов. Только за 6 месяцев 2023 года мною изучено и направлено в суд порядка 8 уголовных дел. Из них наибольшее количество – это именно преступления, совершенные лицами, которые прибыли на территорию республики из других регионов. Работа прокуратуры проводится не только в отношении сбытчиков и потребителей наркотиков. Меры принимаются на предупреждение и противодействие наркомании. Так, в регионе проводятся профилактические мероприятия в рамках общероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», Международный день борьбы с наркоманией, «Дети России» и МАК. В прокуратуре уверены, легче предотвратить, чем бороться с последствиями. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Новости 24.